Скрипка и трели татарского соловья. В Казани впервые прошли концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Под руководством известного скрипача и дирижера музыканты Национального филармонического оркестра России исполнили две большие программы. Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона, Пятая симфония Чайковского, увертюры и арии из оперы Беллини, Доницея, Тигуна и Сен-Санса. Главным подарком для публики стало выступление самого маэстро Спивакова, а также певицы, которая является не только мировой знаменитостью, но и гордостью Татарстана. Чарующий тандем услышала Ольга Морская. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» проводится регулярно в разных городах России. В казанских концертах в течение 2 дней приняли участие молодой скрипач, лауреат конкурса имени Чайковского Сергей Дагадин и народная артистка Татарстана, блистательная Альбина Шагимуратова. Народная артистка Татарстана, лауреат государственной премии имени Тукая, премии «Золотая маска» и «Каста Дива», татарский соловей, обладательница уникального колоратурного сопрано, исполнительница самых сложных оперных партий. Царица ночи в волшебной флейте, Лючия в «Лючия Дила Мермур», Джильда в «Риголетто», Виолетта в «Травиате». Ее стремительный взлет начался в 2007 году с победы на международном конкурсе имени Чайковского. И с этого же времени началась тесная творческая дружба с маэстро Спиваковым. Мое первое выступление было на фестивале «Черешневый лес», спеть целое отделение с маэстро. Я только-только закончила Московскую консерваторию, и для меня получить такое приглашение было как подарок какой-то. И вот так вот нас судьба свела. Из 2006, потом на конкурсе Чайковского в 2007 году. Для казанской публики маэстро и певица под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России исполнили фрагменты из симфоний, увертюры, сцены и арии из опер итальянских композиторов. По словам самого Владимира Спивакова, слушать сложную музыку публику нужно приучать. Вначале люди, может быть, так побаиваются таких сложных сочинений, вообще слово «симфония», например, да, какой ужас. А потом постепенно начинают понимать, что вот эти значки на нотном стане – это закодированные человеческие эмоции. И вот то, что великого остается и переходит из века в век, это то, что человек хотел передать следующим поколениям. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» прошел в нашем городе при поддержке лидера Татарстана Рустама Минниханова. Как отметил Владимир Спиваков, в том, что Казань сейчас находится на высоком культурном уровне, несомненная заслуга правительства. Я очень счастлив, что вот оркестр и эти фестивали, и то, что здесь происходит с балетом, и с оперой, и с концертным залом, и покупка инструментов для оркестра, это все, знаете, вызывает восхищение. У многих разваливается, а здесь создается. Человек, в принципе, рожден для того, чтобы создавать. Следующий концерт Владимир Спиваков и Альбина Шагимуратова дадут уже в эту субботу в Московском доме музыки. Ольга Морская, Игорь Романов, столица.